Вот он снег сам белый снизу, и сверху такой темный налет. По всей территории ТЭЦа, как мы видим, вот такая ситуация. Можно за подлегающей территорией смотреть и сразу качаться, да? К сожалению, они во всех. А только что просто подтянулся, да? Это все от ТЭЦа, наверное, идет, да, в этой ситуации? По жалобе в интернете мы видели. А, вы видели, да, в интернете? Во дворе стоит, оно все в угле. Вот смотрите, табуретки, да, точнее, вот как пора. Смотрите. Угомели ручат. А мы прям вот вдоль ТЭЦа живем. Прям вдоль ТЭЦа. Сделайте нам закрытый склад угольный. В Китае есть такие наработки. Угольная станция там, а там сразу же 150-200 метров за забором жилой дом. Чтобы не было такого, как народ говорит и думает, это все из-за ТЭЦа. Так, сейчас мы приехали в район ТЭЦа. По данной прилегающей территории мы сейчас также выпишем предписание, чтобы везде здесь убрались сотрудники ТЭЦа, администрации. Также с руководством переговорим, наверное, сейчас. И мы приехали сюда именно по жалобе. Насколько мы поняли, здесь прям живут определенные жители. Но тут палка двух концов, так как рядом с ТЭЦом не должны жить люди, да, рядом с ТЭЦом. Оно должно быть чуть менее, больше 1 километра, по-моему, либо 5 километров. Так как это очень сильно влияет на их здоровье. Также здесь очень много мусорных баков. Много очень мусора, который они выбросили. Это раз. Вот эти домах они, получается, живут. Но сейчас мы обязательно переговорим именно по загрязнению воздуха, по сохранению нашей экологии города Бишкек, чтобы хотя бы на минимальную часть это снизить. Это прям рядом с ТЭЦом, да? В первую очередь, если браться за порядок, мы должны также браться за порядок не за простых граждан, да? А за своими определенными соответствующими службами, которые есть. При мэрии определенные службы. Мы должны следить в первую очередь за ними, чтобы навести порядок. А в последующем мы уже будем требовать от народа порядка. И вон там идет определенный выброс. Возможно, я не знаю, в чем ситуация. Вон она прям видно. Ну, сейчас мы зайдем и проверим, я думаю, в чем проблема. Что люди отправляют, жалуются, говорят, то, что смог из-за этого, возможно, это раз. Уголь из-за ветра, либо определенной ситуации прямо на проезжую часть, да, выходит. Он же сыпучий же идет. Телескопический установка бар, да? Просто видите, народ жалуется, говорит, смог из-за этого. Но на самом деле ТЭЦ не один же влияет на этот смог. Есть много определенных жилмассивов, есть бани, которые, да, в жилмассивах вместо угля, там, я не знаю, всякие прочие, не прочие материалы, резинки, жгуты всякие жгут. Это тоже влияет. После сжигания у нас установлены... Фильтры же в любом случае, они стоят же. Да, вот мы поэтому и пришли показать, да? Чтобы не было такого, как народ говорит и думает, это все из-за ТЭЦа. У меня вот вопрос. Они вот живут недалеко прямо от ТЭЦа, вот буквально за этим забором. Понятно, да. Насколько это правильно, да, по экологии там? Неправильно расселяли их. Их расселяли? Квартиры выдавали, да. Ага. Ну как так получилось, что часть ехала, часть осталась? Это как бы и для их здоровья тоже небезопасно, да, прям проживать рядом с угляркой. Вот из-за этого нам документы по экологии не согласовывают. Из-за того, что у нас санитарно-защитная зона не выдержана. И поэтому у нас экопаспорта нет. Проекта Том ПДВ нет. Хорошо, значит, это мы попробуем с руководством переговорить. Это же все-таки еще энергобезопасность страны. Да. Вы учитываете, что вы на газ можете перейти, а вдруг с газом поставок не будет. И все, у вас город просел. Нужно будет углем тогда топить. Конечно. Объясните, донесите, то, что, возможно, это надо в обязательном порядке. Думаю, наш руководство только поддержит, особенно если ваши слова. Рано или поздно, если вдруг мы перейдем на газ, углярка должна быть второстепенным, да? Как раз. Все, я понял. Тут только по оксиду азота превышение, но у нас фон города по азоту превышение идет. В целом. В целом, да. А так вот, все хорошо. И цепочек и западной стороны. Ну, и вот здесь там результаты, да. У нас на территории несколько источников.
организованные вот стационарные трубы, а не организованный угольный склад, мазутохранилище, когда на территории несколько источников выбросов, тогда мы считаем от забора. Так что от забора дайте нам 1000 метров. Объект санитарный зона сақталған емес ошонда. Нету, да? Отсюда скрывать. Крышасын қаралачы, жатыр, қап-қарау болған. А вот зона была бы, и всем бы легче было работать. И проверяющим, и нам работающим. Хорошо, у нас только замечания, наверное, будут. Это больше не по нашей линии, но по прилегающей территории. Мы сейчас, наверное, подписание выпишем.